Здесь творят необычные мастера. Они шьют национальные костюмы разных районов Коми-края, соблюдая все правила – пропорции, складки, отделки, материал. В этой работе важна каждая мелочь, чтобы не отойти от традиций, которые были заложены еще в старину. Тогда у каждой детали было свое значение. Допустим, на ижемском сарафане должно быть там четное количество, например, складок. То есть мы не знаем, почему, то есть это, да, то есть, но мы, допустим, это соблюдаем, да, то есть почему, допустим, сзади сарафана закладывались две глубокие складки там до 10 сантиметров. То есть мы тоже не, ну, то есть, возможно, это была красота, возможно, что-то это имело какое-то значение. То есть отстрочка, например, по верху сарафана у ижемского, допустим, она шла зигзагами. Ну, то есть кто-то говорит, что это для того, чтобы укреплялось дополнительно, кто-то говорит, что это несло обереговую какую-то функцию. То есть, скорее всего, это все совмещалось, потому что именно в костюме не было ничего лишнего. Специфику костюмов каждой этнической группы коми мастера изучают в этнографических музеях по методическим материалам и платьям бабушек. Сегодня ремесленная палата республики уже изготовила костюмы 7 районов. Причем каждый имеет паспорт соответствия. Дом национальной моды открылся всего 2 года назад. За это время здесь выполнили более 300 заказов. В платьях местных мастеров выступают творческие коллективы по всей республике. А недавно одна из работ дома получила диплом фестиваля «Костюм Севера России». Эта поездка в Архангельск показала, насколько популярны в целом изделия коми-мастеров. Гости были просто поражены, сколько у нас изделий. Потому что Архангельская область богата мизенской росписью, а у нас и Пижемская, и Верхневычегодская. Потом у нас огромный ассортимент меховых изделий. Узорное вязание у нас только больше 10 видов. Также у нас есть изделия из кожи. Сегодня мастера ждут не дождутся 12 октября. В этот день впервые в республике состоится межрегиональная конференция по традиционному костюму. На этом форуме специалисты намерены поднять самые важные проблемы их ремесла. Здесь такая тонкая материя, национальный костюм. И сейчас вот мы наблюдаем, что иногда допускается вольности в применении материалов, в крое, в шитье. Нам надо, в общем-то, по итогам конференции выработать рекомендации, чтобы все-таки это традиционный костюм и чтобы выполнялись так, как было изначально. Желающих принять участие в конференции достаточно, говорят в ремесленной палате. Заявок уже 150. В Сыктывкаре соберутся специалисты из Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара, городов и районов республики. Дом национальной моды по этому случаю готовит показ своих работ. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.